временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой на железнодорожном вокзале в Уфе. Цель этой рабочей поездки – оценить возможности проекта «Городская электричка», который в будущем может соединить все станции вокруг Уфы в одно большое кольцо. В планах сделать так, чтобы пассажиры могли комфортно и недорого передвигаться, в том числе и по карте «Алга». Значит, вот перед нами вокзал Уфа. Вокзал внеклассный по категорийности, значит, рассчитан внеклассный, самой высокой категории по перерабатывающей способности пассажиров. Значит, перерабатывает каждые сутки 10 тысяч пассажиров, 5 тысяч на приеме, на прибытии, 5 тысяч по отправлению. Значит, ежечасно, вот моментально может на вокзале находиться 2100 человек. То есть вот мы видим сейчас основное здание вокзала, вот это так называемая ставка, вот этот вот туннель, который соединяет остановку с самим вокзалом. Дальше за ним по пути мы сейчас увидим. Вот это сверху, это большой зал ожидания. Там сейчас происходят ремонтные работы, усиление конструкций, отделка и так далее. Внизу первый этаж, это зал, на котором расположены кассы дальнего следования. Поэтому сейчас все это в реконструкции, вот здесь вот все отделено. Мы сейчас вам проведем и покажем, как организована временная технология обслуживания пассажиров. Обратите внимание, вот это, значит, терволатор, тоже терволатор, как так, да, вот он, горизонтальный, единственный в России на вокзалах. В аэропортах есть, а на вокзалах нету, только у нас. Вот это вот здание называется конкурс, помещение. Здесь вот идет спуски на платформу. Здесь вот мы сделали временные кассы, вот 5 касс. Кассы, в принципе, исключают наличие очередей. Вот здесь вот у нас основные будут кассы. Они и были, по-моему. Они были, да, мы их вот сейчас вот... Да. Основные кассы. Да. Вот это все вот усиление везде. Мы здесь закончили уже. Здесь кассовый зал. Здесь пассажир приходит, располагается, отдыхает. Пригородное движение, здесь билетные кассы. А пригородное даже там было. Пригородное мы снесли. Раньше с пригородное здание было, мы его снесли, и поэтому разместили пригородные кассы. А потом разделяете пригородные? Да. Сейчас пока на первом этаже Сейчас пока нет, но потом разделяем. А здесь вот именно кассовый зал дальнего следования. То есть разделение потоков идет. Это зал ожидания. Порядка на 500 посадочных мест. Когда заканчиваете работу, когда планируете? Ну, согласно дорожной карте, срок у нас 27 декабря этого года. В этом году все, да? Планируем, да. То есть этот зал, нижний зал, да? Ага, А планируем. потом что у нас, какие планы? Ну, а потом у нас второй этап. Мы делаем платформенное хозяйство. Мы делаем тоннели, о которых вот речь шла, чтобы можно было выход на платформу. Ну и все, отделка. То, что нужно ездить, у нас есть, да? Мы можем в любую точку мира, ну, образно говоря, где отсюда поехать. У нас очень развитая инфраструктура железнодорожная. 1250 километров только по главным путям. Это территория железной, это расстояние, если железной дороги по республике. Если это главный ход, вот только сложить только. А еще прямоотправочные пути, которые вот мы сейчас проезжали, на которых маневровая работа происходит и так далее. С кем у нас вот Да. 2000 предприятий с нами договора имеют, республиканских, разной собственности. Поэтому, ну и потребность в железной дороге тоже, она существовала всегда, и мы поддерживаем. Сейчас следующие же это воронки будут, да? Здесь сообщаются поезда весом 7100 тонн. И вот Речпорт. Тимур Рафисович, а куда мы едем? Что за точки такие интересные? Следующая станция Воронки – это те самые места, где мы предполагаем развивать транспортно-пересадочные узлы вместе с городом. То есть сегодня мы, по сути, открываем заново кольцевую железнодорожную дорогу вокруг Уфы. Собственно, в этом заключается. Куда и куда? Со станции Уфа до станции Уфа. Полностью проезжаем вокруг города Уфы. А сейчас это сделать невозможно пока? Можно. Единственное, к сожалению, сейчас есть 19 километров участков дороги, которые однопутные. Видите, мы едем по двухпутной дороге. А чтобы увеличить количество полос до 2, это стоит 6 миллиардов, то, что мы сейчас с РЖД и прорабатываем дополнительное выделение федерального финансирования. Но это, безусловно, необходимо для города и для республики в дальнейшее развитие транспортной системы Уфимской агломерации. Спасибо.
Рефрем Иванович, а сейчас пассажиры не могут воспользоваться вот этим путем? Да, конечно. Они от Дема до Шакши ездят 21 рубль, 40 минут и добираются. К сожалению, не совсем удобно. То есть у нас хорошо работает Дема, Шакша, станция строительная, станция Черниковская и сама железнодорожный вокзал Уфа. И нам бы хотелось вот сделать, вот сейчас подъезжаем к станции Воронки, вот это вот, да, вот если вот сюда мы должны подвезти с города людей, пассажиров, да, чтобы здесь, в этом месте они могли сесть и разъехаться. Прямо здесь? Вот в этом месте. То есть мы, это вот примерно получается мы на уровне городского горсовета. Отсюда мы должны сюда спустить население, чтобы они здесь это разместили. Перспективы не для чего, Вот да? так вот на следующий нет, через год, Рафаэль. А сюда тоже придем, да? Через год придем. Эстакадный переход. Эстакадный переход, через год мы подойдем. А куда она? Куда? Там есть, там до нас эти пешком прошли и трассировку уже сделали. Пешком люди ходят. Получается, да? Ну, это, вот, это примерно, Рафаэль, 18-й больница. Да, Прямо да. над нами. Компания «Российские железные дороги» в прошлом году с предприятий республики закупила продукцию на 13 миллиардов рублей. В этом году план по закупу продукции тоже на том же уровне 12,9 миллиарда рублей. Значит, у нас налогов мы заплатили 1,51 миллиарда. Это во все бюджеты. Но в основном налог на имущество. Вот, что еще? Значит, выпадающие доходы, за что республике огромное спасибо. Значит, почему так говорю? Потому что мы 10 субъектов обслуживаем, наша Куйбышевская железная дорога. Вот Республика Башкортостан уже несколько лет подряд всегда обязательства свои выполняет, и вот эту сумму выпадающих доходов за пригородных перевозок всегда 100% фиксирует. 346 миллионов, если не ошибаюсь, в этом году в полном объеме мы от вас получаем. Поэтому можем развивать пригородное движение и все остальное. Это, конечно, очень хорошо. Вот они наши. Вот они, да? Они чистенькие, не моем, но они уже модификация старых. Вот эту мы реконструируем, 1129 километр, мы делаем в этом году. Все у нас торги эти, все конкурсы состоялись, две высокие платформы с И вот павильонами. дорога туда уходит. Туда попадает на госцирк или куда? Нет, на Центр-Спирта, дворец Центр-Спирта, Центр-Спирта, городской да. двор. И сколько? Это 800 метров, наверное. А вот что, сюда автобусы подведете? Вы? Около километра. Около километра, да. Вот делаете, да? Да. Когда начинаете? На следующий год начинаем. В этом году проект То есть человек отсюда вышел на машине. на машину и поехал. И на проспекте, Всё. да. И на проспекте. А там примыкание есть у нас, да? Или? Там будем как раз будет? таковать городским транспортом. Это в Черниковку уже вас. Это вот сейчас какая была станция? Вот эта вот. 1129 километр. Вот. Здесь транспортно-пересадочный ГДК, узел. Вот мы да. желтым выделили, мы планируем. Ну вот пока даже так, если мы сделаем нормальные эти станции, уже народ пойдет, да? Конечно, пойдет. А у нас городская электричка, даже вот в этих условиях, когда 3 поезда ходят, все равно рост есть. Вот я вам сейчас покажу. Вот есть рост. В 2016 году было у нас 99,7 тысяч человек, потом в 2017 135 тысяч, в 2018 148, в этом году ожидаем 156. Это вот на 3 только поездах. А если здесь сделать 7 пар, это будет 14 поездов. Если мы сделаем 21 рубль, А он и есть 21. нет, а мы другие, если датировать. А другие вообще люди пойдут. Конечно. Здесь сообщается 20, вот здесь 20 поездов ходит, пригородных, из них только 3 вот за 21, а все остальные едут по другому тарифу. Там, если не ошибаюсь, 56, что ли, сколько? Нет, мы пока, конечно, поддерживаем же нашу городскую электричку, поддерживать будем, да? У нас по А это вот парковая, высокие платформы мы делали в 2013 году. А парковая, это куда мы попадаем? Что рядом здесь? Черниковка это получается 13-я больница. Пустились. Интернациональное Финское шоссе. Вот сейчас будет пешеходный переход, Ради Фаевич, обратите внимание, мы к нему подъезжаем. Сработай, дворниками. Вот. Вот эта вот цена его 19 миллионов рублей в одном уровне, он сигнализацией. Вот здесь вот, видите, там были вот специальные есть. То есть здесь человек, который переходит, он просто подходит и он ему сигнализирует о приближении поезда. То есть специальная автоматика стоит, которая включает или гасит светофор.
То есть тоже очень удобно, человек, когда идет, он в принципе видит, если зеленый ему, он проходит как на перекрестке. Надо что-то Тоже в сажать. этом году начинаем Вот это ремонтировать. черниковка. Вот это ломаем через месяц и начинаем здесь высокую платформу делать с павильоном. И она выйдет куда на площадку, куда. А вот мост, и как раз мы выходим, там улица вот выше. Там есть возможность уже автобусы подъезжать и поехала, да? Там есть. То есть Здесь- вот, и вот вот эта здесь еще станция тоже рабочая, да? И с другой Вот стороны она есть. рабочий, вот сюда начинает. Вот здесь уже пешеходник есть, самое главное. Уже не надо, сам пешеходник есть. На Черниковке Рыбач и налево, и направо выход есть. И там и нормальный транспорт можно городской развести. Сейчас будет платформа спортивная, двусторонняя. Мы ее в прошлом году открывали. Значит, ну, она у нас самая современная. Там павильоны, там турникеты, там вот вся электроника. Вот сейчас мы вам покажем ее. Вот сюда уже вот они подъезжают Вот эту спокойно, да? дорогу, Райфайс, мы полностью построили, она сопутствующая. А сейчас сюда автобус какой-нибудь подходит, нет? Там чуть дальше подходит, сейчас нужно по маршрутам разорвать, сюда будет подъезжать. Там разорванное кольцо есть. Она работает, потому что уже пешеходник есть здесь, высокая платформа. Да, вот это вот такие, да? Построили специально. Такие тоже сейчас делаем. Вот в Черниковке. В этом году начинаем. Мы проехали сейчас, ломаем, начинаем новую делать. И 1129 километр, да. Это у нас переходящий на 20-й год будет. Сейчас мы едем до правой Уфимки, получается. Проехали Вологодскую примерно, Райфайс, если так вот все взять. Раиль Фаридович, ну необычное у вас путешествие, я скажу, на электричке. Да, мы хотели посмотреть, вот как сделать очень удобное для наших жителей, потому что это на самом деле очень удобно. С Демы до Шакши можно попасть за 30 минут, даже меньше. Ну вот пока предварительные впечатления как? Хорошая тут. РЖД у нас одна из лучших компаний, хорошо работает. Но просто нам надо увязать их усилия и наши усилия. Вот для этого решили посмотреть. Тогда позвольте спросить позже. А вот Шакшинский мост, этот аварийный, помните? Вот он тоже. Второй. Вот слева, да. Вот это Шакша уже, да, получается? Минут 17, наверное, 15 прошло, да, у нас, по сути, весь город практически. Очень удобно, по идее, да, оттуда сюда за 20-30 минут. Культуры нету у нас еще. Или Привычки вот я говорю, нету. вот это. Привычка Ну и плюс, конечно, нарабатывается. нету вот нормальной инфраструктуры дорожной, чтобы сразу вышел, сел на машину и уехал дальше. Это раз, да. А второе, человек с железной дороги выйти должен понять, что в течение часа его увезут. А мы вот нашу они- хотя бы городскую сможем подключить к нашему часу или нет? Представляешь, как мы сразу можем? Я знаю, В этом и дорога заключается есть. основная идея. Уфимский транспортный узел весь будет объединен картой Алда. И как раз вот этот полуторачасовой тариф. Вот сюда, на эту станцию, вот, ну кроме этой, куда еще наши автобусы могут подъезжать? Или есть вот уже рейсовые какие-то, пусть ну, частные или там ваши? Практически вот парковая Черниковка, они уже подъезжают в шаговой доступности, 200 метров где-то есть. На спортивной чуть больше, 400-450. Правая Уфимка, понятно, здесь- чисто здесь нет дачная. пока, да? 1629, 600 метров. 600. Да. Это вот надо дорогу делать, да? Раиль Фаридович, ну мы вас, честно сказать, в кабине вот машиниста еще не видели. Я порулить решил. Ну, наверное, не разрешат, нельзя по правилам безопасности. Я шучу. Мы на самом деле хотим понять, какие нам сделать сервисы, какие правильные алгоритмы перевозки пассажиров на городской электричке. Это точно история имеет перспективу в плане того, что люди действительно будут пользоваться. Наша задача создать, чтобы люди сами пошли, удобно им было. Это ценовая политика, это удобные сервисы, это, во-первых, хороший парк локомотивов, мы тоже обсуждаем, безопасные, светлые, чтобы летом в жаре не мучились. И это, понятно, дальше логистическая инфраструктура, Примыкание что он автобуса. сел, и тут же, и для этого вот мы сейчас мультимодальность вводим, что он прилетел, 20 рублей заплатил сразу на автобус и туда. Это увязать с картой Алга? Да, конечно.
Сейчас вот покажем вам вокзал станции Глино. Последний раз у вас на транспортной части я докладывал, и вы тоже докладывали о том, что у нас 4 ТПУ, да, транспортно-пересадочный узел, как вариант. Из 27 вокзалов, которые мы предложили железной дорогой рассмотреть, пока на первом этапе 4 есть интересы. 2 вы замечания сделали с главами согласовать, это Чешмы и Раев, сейчас работа проводится. Ну а здесь, безусловно, он там вписывается хорошо, и глава подтвердил тогда, что это удобно будет. Поэтому здесь тоже надо подводить вот общественный транспорт и завязывать. Сейчас мы вам покажем. А вот станция впереди, да? Вот. Да, станция впереди, вот как раз это вот вокзал, мы сейчас к нему на платформу нас берут. Пока кабину меняют, если есть желание, можно будет спуститься, зайти в вокзал, все демонтируем. И сейчас вот программа у нас хорошая, на всех вокзалах, у нас их 29 малых вокзалов, так называемые, мы внутри туалеты делаем. За 2019-2020 год мы все должны оборудовать, у нас там внутри, чтобы теплый туалет был. 29 это в Башкортостане, простите? Маленьких, да, вокзалов, да, в республике. Ну, пользуются услугами этого вокзала. Иглинский вокзал? Да, Иглино. Здесь. Касса есть. А вот здесь вот какая инфраструктура автобуса? Подъезжает автобус? Здесь, да, автобус подъезжает 432, 165, 263. 3 автобуса. А далеко проезжают. идти? Нет, вот буквально вот здесь остановка. Ага. И отсюда на автобусе куда они, ну, получается, вот это Иглино, да? Да. И автобус развозят по Иглину, да, или куда? На самом деле здесь пересечение 2 точек. Отсюда на автобусе можно доехать до Уфы, отсюда же можно доехать из Уфы. Автобусы двигаются по Иглино, но такого кольцевого маршрута по Иглино отдельного нет. То есть они могут приехать с одного края на другой, Иглино же вытянутое. Вот человек сюда зачем приезжает, если с Иглина? Или скорее это Иглинский уезжает в Уфу, наверное? Иглинские тоже в том числе. Здесь можно разъехаться по Иглино на тех маршрутах, которые есть. Но прямо вот такого вот кольца вот здесь в Иглино нет. Вот такая точка пересадочная, то есть здесь железнодорожный транспорт, здесь автомобильный транспорт, сюда же подвести такси. И вот именно отсюда мы хотим начать реализацию этой идеи формирования транспортно-пересадочных узлов. Здесь что удобно, на поезд сел и по прямой поехал, без всяких поворотов, без всяких опасных этих моментов. Здесь сидишь комфортно. Я сам время от времени езжу, да. Я пришел на электричку сел и можно сидеть чай пить 40 минут, книжку читать, не трясет, ничего не качает, чисто, уютно, охрана там есть. Иглино, сколько сейчас населения? 30 тысяч. То есть легко можно будет выехать из Иглино, используя карту АЛГА, не переплачивая. Что, поехали? Радик Фаридович, ну вот и Иглинский вокзал, тут тоже есть перспективы? Да, здесь, ну, наша задача, опять же, увеличить количество людей, которые из Иглино работают, учатся в Уфе, чтобы они пользовались нашей городской электричкой. Вот об этом разговор. Откуда куда мы едем сейчас, скажите? Мы сейчас едем, объезжаем город Уфа с противоположной стороны, огибаем его и через Уршак, через Дему возвращаемся опять на станцию Уфа. То есть мы делаем круг. У нас поезд один другой не ждет. Сейчас как надо на путку попасть? Один ждет, другой приезжает, Да. потом другой пошел. Ну да, это разрывает. И если мы это сейчас сделаем, у нас получается возможность кольца. А здесь мы сейчас будем ехать, здесь Чесноковка, здесь Зубово, здесь столько людей уже живет. То есть они все будут... А здесь остановки тоже есть? Нет, у нас сейчас там пригородного движения нет. При условии, что мы делаем южный обвод и выносим сюда... Это надо думать уже об остановках, получается. Ну, это тоже не вопрос. Ну, вот здесь вот массив, вот жилой массив. Да, там одни массивы. Почему так получилось, что здесь вот однопутки? В свое время, видимо, не дожали или как? Это начало было в 53-м, если не ошибаюсь, году. Вот этого. Там планировали же, это тоже этапность какая-то была. Вот на тот момент вот этих пропускных способностей, которые давало, было достаточно. Но на перспективу уже закладывали и земполотно, то есть вот планировали так, чтобы меньше потом было с землей вот вопросов, когда вторые пути. Поэтому сейчас будем ехать, по-моему, покажем. Вот первый мост, который у нас.
Надо будет Над главным ходом проезжаем, Рафаэль. главный ход пересекаем. Да, Вот здесь все, и мы поехали. въехали, Да. И именно южная Бурса. Райфович, позвольте вопрос, можно? Мы сейчас обратно возвращаемся? Да. По другому кольцу. По петле возвращаемся, город объезжаем с другой стороны. А жители тоже так могут проехать? В перспективе, да. Пока Как нет. раз над этим Пока работаем. Да. Райф Рамазанович, у нас получается в одну сторону только пути? Нет, вот из По ним можно ездить и в эту сторону, и в эту сторону. двухпутку сколько у тебя здесь? Из 53 километров 18 километров однопутного участка. Но за вычетом 18 километров все остальное двухпутный участок. Теперь понятно. Вот нам наша задача южный обход сделать целиком двухпутным. Чтобы и туда, и назад Да, можно. и тогда мы здесь тоже пустим городскую электричку и закольцуем город полностью, да, будет кольцевое движение по городу, будет ходить электричка. Это реально? Это реально. Мы заказали предТО, следующий год предТО, потом год-полтора на проектные работы. После этого надеемся попасть на инвестпрограмму РЖД и начнем реализовывать. Тут 18 километров дорог, здесь дорог, плюс 3 моста, 2 путепровода впереди, которые нам необходимо сделать. То есть у нас будет кольцо будет таким образом. Ну, с Дёма начали, проехали, вот как мы ехали, да, доехали до Иглино, развернулись, поехали. Это, то есть, Юрмаш, Нагаево, примерно, да, вот так вот, да, до Уршака доходим, возвращаемся, садимся опять до Дёмы, и, в принципе, вот это вот сейчас, вот, где вот Зоофимия, которая развитие Зоофимии, это все мы захватим, то есть, с городской электричкой. Для жителей Шакша, Юрмаш, Нагаева, Федоровка, это же просто счастье. Ну вот те южные районы, которые сегодня тяжело им добраться до центра города, для них это просто вот та самая спасительная палочка, которая будет помогать выезжать из дальних районов города Уфа. Ну, пока сроки даже определить нельзя, да? Ориентировочно после 23-го, строительно-монтажный. Если мы идем по оптимистичному сценарию, после 23-го года мы выйдем на строительно-монтажные работы. ТЭО, 1,5-2 года проект, дальше уже строительство. Спасибо. Мы вас, конечно, отвлекать не можем, но вы скажите, все в порядке у вас? Да, все отлично. А вот перспектива здесь сделать двухполосный туда-сюда, вас как специалиста радует? Да. Движение лучше. Проходимость поездов. Спасибо, все, отвлекать не будем. Хорошей дороги вам. Спасибо. Опять однополосно начинается, да? Однопутка. Однопутная, вот так называется правильно. Понятно. А что за станция, скажи? Станция Юрмаш. Вот здесь только грузовая, да? Только грузовые, да. Ральфович, вы в студенчестве ездили же на поездах? Ездил много, да? Да. В Москву мы ездили всегда на поездах практически. Там пару выездов по студенческой линии было за границу, тоже через Брест. Так, немножко ностальгия? Да. Здесь что строят у нас? Расширение. Расширение? По 3 полосы каждую сторону, первой категории. Здесь будет до конца. Они дойдут до Иглинского поворота. Отсюда. Да. Уже проект есть. Дальше начали проектировать до границы с Челябинском в этом году. То есть у нас М5, у нас Все в рамках нацпроекта, да? Ральфович, у вас такое довольно необычное совещание на колесах сегодня. А всегда проще посмотреть воочию, увидеть. Вот здесь очень все понятно, видите, прям на пальцах все рассказали. Яркий где-то же там получается. ярко уже другой. Ярче дальше. А с той стороны, мы сейчас с другой стороны, с противоположной в Дюму едем. Вон там у нас, вот мы сейчас поворачиваем, въезжаем в Дюму. Там Самара, там Челябинск. И Уфа тоже там. И вот мы опять сейчас замыкаемся на этот главный ход, с которого мы уезжали. Если последовательно за Дюмой ехать, мы как раз в Уфу приедем. Только с другой стороны, по кольцу.
Рафаэльевич, а еще вопрос можно? А сколько вот в пути от пункта А до пункта Б, получается, от станции Уфы до Демы, да, сейчас? мы Нет, едем? от станции Демы до Шакши, например. Вот это расстояние 37, да, или сколько? 37 минут. 37 минут. 37 Перед минут. такой стороной. Это на электричке. Да, вот на городской электричке. Вот представьте, всю Уфу проехать. А если на таком вот на автобусе, на общественном транспорте, сколько бы это заняло? Но это можно и в 1,5 часа попасть. Ну, опять же, трафик. Поэтому это... Насколько я знаю, сквозного маршрута нет. Есть по-любому одна пересадка будет. Поэтому тут надо тоже понимать, что вынужденно надо будет пересаживаться. Вот все, въезжаем в Дему. 1691, верно, выполняйте, отправляйте. У нас таких станций больше нет, одна. В Башкирии одна, самая крупная станция. И на железной дороге, на Куйбышевской, 10 субъектов мы обслуживаем. Мордовия, там все остальное, вот оттуда начинается. У нас еще 2 станции таких крупных и все. А всего на Куйбышевской железной дороге 333 станции. Из них 78 у нас в Башкирии. Если брать всю погрузка железной дороги всей, значит, еще раз повторю, 10 субъектов обслуживаем, составляет 180 тысяч тонн. 42% только одна Башкирия дает. То есть у нас здесь стабильная работа есть. Мы формируем поезда на Челябинск, мы формируем прямые маршруты на Северо-Кавказскую дорогу, туда в порты и так далее. Поэтому здесь работы, конечно, очень много. И также, соответственно, в другом противоположном направлении. Направление на Москву. Это вот слева у нас сейчас. А это направление на Челябинск и Екатеринбург, вот в ту сторону. Рафаэльевич, вот о каком все-таки в итоге проекте говорим? Сейчас мы обследовали и посмотрели возможности для развития городской электрички. Вот как я уже говорил, во-первых, да, электричка будет востребована людьми, если со станции, с каждой остановки электрички будет удобный транспорт дальше по городу разгонять, понимаете? Плюс мы сейчас обсуждаем, чтобы это было, это слово такое есть, мультимодальный. То есть человек, заплатив один раз, в течение часа может проехать на электричке. И на автобусе. И на автобусе. Вот мы сейчас считаем деньги, как это нам сделать. Вот тогда это точно заработает. Вот сегодня это и обсуждали. У нас получается от станции Уфы до станции... Дема до станции Шакша. Дема и Шакша. Ну что ж, как вы говорите, Алга. Все. Спасибо. Спасибо.